Кайырлы күн. 2024 жылдың 11 айында Павлодар облысы бойынша сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментімен 1469 өтініш қаралды. 2023 жылдың ұқсас кезінде 923, ағымдағы жылы өткен жылдың сәйкес кезімен салыстырғанда өтініштер саны 1,5 есеге артты. Өтініштер санының өз құқықтарын қорғау саласында тұтынушылардың мәдениетін артырумен байланысты, сондай-ақ департаменттің кең ауқымды түсіндіру жұмыстарын жүргізуіне байланысты. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында келіп түскен өтініштерді талдаудан Павлодар облысында бөлшек саудада 49%, электрондық саудада 18%, тұрмыстық қызметтер саласында 18% тұтынушылардың құқықтары жиі бұзылады. Өтініштерді қарау нәтижелері бойынша барлығы 60 миллион теңгеден астам ақша қаражатты қайтарылды. Мемлекеттік бақылау. Павлодар облысы бойынша сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті тұтынушылардың құқықтарын қорғау және сауда қызметін реттеу саласындағы уәкілетті орган бола отырып, Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау, сауда қызметін реттеу туралы заңнамаларына сақталуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады. Департамент мемлекеттік бақылауды жеке және заңды тұлғалардың өтініштері негізінде жоспардан тыс тексеру нысанында Қазақстан Республикасының кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырады. Сондай-ақ сауда саласында департамент Қазақстан Республикасы кәсіпкерлік кодексіне сәйкес бақылау субъектісіне бару арқылы профилактикалық бақылау және Қазақстан Республикасы тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңына сәйкес тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында бақылау субъектісіне бармай профилактикалық бақылау жүзеге асырады. В целом, за истекший период 2024 года по обращению физических и юридических лиц департаментом проведено 223 проверок. Если сравнивать с прошлым годом, за весь год было проведено в прошлом году 103 проверки, то есть рост составляет более чем в 2 раза. Из 223 проверок 105 внеплановых проверок касается сферы торговли, по результатам которых 86 нарушений установлены по нарушению торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, 2 нарушения в деятельности торговых рынков и порядка 8 нарушений, связанные с ценниками. То есть либо ценник отсутствовал, либо была разница в цене. Вместе с тем, как я ранее говорил, департаментом проводится профилактический контроль в сфере торговли. В текущем году запланировано проведение 52 проверок в отношении субъектов предпринимательства. На сегодняшний день завершена 51 проверка, по результатам которых установлено нарушение у 27 субъектов предпринимательства по торговой надбавке на социально значимые продовольственные товары. Выдано предписание об устранении нарушений, цены снижены. Вместе с тем, на основании сообщений государственных органов, таких как Департамент экономических расследований, Департамент полиции, а также Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития, в текущем году привлечены 49 субъектов предпринимательства. Если подводить итоги в сфере торговли, то было выявлено 172 нарушения. Если сравнивать с предыдущим годом, то рост составляет практически 4 раза. В прошлом году было выявлено 44. Ағымдағы жылдың қараша айында Павлодар қаласының ірі дүкендерінің бірінен 2,2% айран сатып алды. Тұтынушының айтуынша баға белгісінде айран 347 теңгені құрады. Қасаға келіп, осы тауарға 375 теңге сомасына чек қайтарып алған. Баға айырмашылығы 28 теңгені құрады. Осы жағдайды ескере отырып, Павлодар облысы бойынша сауда және тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаменті заңының 24 бабына сәйкес тауардың бағалар задан басымен рәсімделген сауда объектісінің ішкі және немесе сыртқы витриналарына қойылған көрсетілген құнына сәйкес сатушы дайындаушы сатуға міндетті, ал тұтынушы сатып алуға құқылы.
Қазақстан Республикасы сауда қызметін реттеу туралы заңының 31 бабы 1 тармағының 2 тармақшасына сәйкес ішкі сауда субъектілері өз қызметін жүзеге асыру кезінде тауларды тиісінше жария оферта, шарттар немесе өзге де мәмілелер талаптарына сәйкес белгіленген өлшемдер бойынша сатуға міндетті. Келіп түскен өтініштің негізінде Департамент Қазақстан Республикасының аумағында сауда объектісінің ішкі және немесе сыртқы витриналарында қойылған затанбамен ресімделген бағадан асатын тауарды өткізу мәселесі бойынша дүкенге жоспардан тыс тексеру жүргізді. Жоспардан тыс тексеру нәтижесі бойынша сауда желісіне Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 133 бабының 5 бөлігі бойынша 30 айлық айыппұл түрінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама жасалды. Сонымен қатар департамент бұзушылықты жою туралы ұйғарым берді. Осыдай жағдай басқа дүкенде тұтынушы сыты код сүзбесі бар крем сатып алды. Баға белгісінде 258 теңге баға көрсетілген. Кассада 269 теңге сомасына чек қайтарылды. Тиісінше осы өтініш негізінде ірі кәсіпкерлік субъектісі айыппұл түрінде әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Если говорить о сфере защиты прав потребителей, то в текущем году проведено 67 внеплановых проверок, по результатам которых выявлено 51 нарушение за несвоевременное предоставление ответа на претензию, 4 нарушения за необеспечение процедуры возврата обмена товара, 3 нарушения за неразмещение соответствующей информации о продавце в полномочном органе и 1 нарушение за непредоставление информации о товаре. Если говорить об общем количестве выявленных нарушений в сфере защиты прав потребителей, то это 59 нарушений, что более чем в 1,5 раза превышает показатель предыдущего года в сфере защиты прав потребителей. Также департамент принял участие в 20 судебных заседаниях в текущем году. В прошлом году это было 6 судебных заседаний, по результатам которых 18 судебных заседаний иски удовлетворены судом. Сумма возвращенных средств в рамках судебного разбирательства составила более 20 миллионов тенге. Также ранее, выступая на данной площадке, я говорил о важных изменениях в текущем году касательно подарочных сертификатов, которые всех беспокоили. Как я и говорил, сейчас внесены изменения в правила внутренней торговли, определен срок действия сертификата, который составляет 3 года, за исключением тех, которые субъект предпринимательства на бесплатной основе раздает. Там он уже сам вправе определять. К нам постепенно начали поступать обращения, и уже более 3 жителям Павлодарской области мы защитили их права, им были возвращены средства более 200 тысяч тенге за эти сертификаты. Павлодар облысы халқының құқықтық сауаттылық деңгейін арттыру мақсатында департамент тұрақты негізде кәсіпкерлік мен тұтынушылар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желілерде тұтынушылардың құқықтары мен сатушылардың міндеттерін, тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы заңының жаңалықтарын, сондай-ақ олардың құқықтары мен заңды мүдделері бұзылған жағдайда тұтынушыларды қабылдауды жедел желі телефондары арқылы және тағы басқа түсіндіре отырып, түсіндіру жұмыстары тұрақты негізде жүргізілуде. Департамент 2024 жылдың 11 айында бақта 524 жарияланым жариялады. Әлеуметтік желілерде департамент 4000-ға жуық материал жариялады. КЗПП сайтында тұтынушылардың құқықтарын қорғау саласында 79 түсіндірме сипаттағы материалдар жарияланды. Атқарылған жұмыстар және нақты жағдайларда қалай әрекет ету керектігі туралы тұтынушыларға кеңестермен 118 іс-шара және 7 брифинг өткізді. Сонымен қатар департаментпен жоба бойынша жұмыс жүргізілуде. Сапалы өнім. Бұл жұмыс қоғам қайраткерлері
арқылы жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда 75 өнім сатып алынды, 56 өнім түріндегі бұзушылықтар анықталды. Барлық кәсіпкерлік субъектілері әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Баяндама аяқталды. Көп рахмет. И вот дополнение просто еще хочу сказать, то что сегодня присутствует Алимбек Евгеньевич, это общественное объединение «Мир». В текущем году мы очень плотно вместе взаимодействуем. На ежемесячной основе мы осуществляем прием граждан несколько раз в месяц. И вот благодаря совместным действиям удается помогать потребителям нашего региона. И вот Алимбек Евгеньевич коротко расскажет о результатах деятельности. Наше общественное объединение «Центр медиации права МИР» ведет прием граждан по адресу Академика Сатпаева, 71, офис 209. Мы являемся субъектом досудебного урегулирования споров, оказываем консультативную и правовую помощь, в том числе нашим потребителям. Одним из основных направлений нашего центра является урегулирование в досудебном порядке споров и на стадии судебного разбирательства. В своей деятельности мы, как ранее было сказано, действительно тесно взаимодействуем с Департаментом торговли и защиты прав потребителей. И это взаимодействие прежде всего направлено на защиту прав жителей нашего региона. За истекший период текущего года в Центр поступило 151 обращение, из них по розничной торговле 97, ЖКХ 1, бытовые услуги и электронная торговля по 2, интернет-торговля 12 и прочие услуги 37. По всем обращениям была оказана помощь необходимая, многие из них были вопросы решены положительно. Пользуясь случаем, хотелось бы отметить, что мы отмечаем рост мошеннических действий в последнее время. Они есть, но их становится еще больше, и жертв становится еще больше. В том числе посредством львиная доля мошенничества приходится на просторах сети интернет. Мошенники стараются даже на маркетплейсах, таких там безупречных магазинах, торговых площадках, вывести клиента из юрисдикции, скажем так, торговой площадки, и под различными предлогами, с более заманчивыми предложениями клиентам предлагают перечислить деньги на другие счета. То есть сделка уже выходит из торговой площадки. И впоследствии такой товар не поставляется. Более того, пользуясь случаем, хотелось бы предупредить наших жителей о том, что в преддверии новогодних праздников мы все стремимся на новогоднюю тематику купить товары, работу, услуги, а об этом знают и мошенники. И там же ждут своих жертв. В этой связи также призываем всех быть осторожными, проверять те магазины, на которые мы размещаем заказы. Хотелось бы привести 3 интересных кейса за истекший период. В одном случае потребитель обратился в ломбард для того, чтобы оставить залог золотое изделие. При проверке данного изделия работникам ломбарда при использовании реактивов золотое изделие было повреждено, оно довольно-таки дорогостоящее. В результате использования химического реактива, в результате чего работник ломбарда сообщил клиенту о том, что данное изделие не является золотым, так как произошла реакция, не свойственна золотому изделию. Для определения ответственного лица человек обратился к нам, мы обратились за проведением экспертизы в филиал пробирной палаты АО «Нацекс». Экспертиза установлена, что цепь изготовлена из сплава, соответствующая 585-й пробе золота, которая была на бирках, то есть заявленная проба. Обратились в суд, в досудебном порядке урегулировать спор не представилось возможным. Ломбард в судебном заседании иск не признал, настаивал на своем, о том, что с такими реактивами золотые изделия так себя не ведут, но вместе с тем, учитывая заключение экспертизы пробирной палаты, суд вынес решение в пользу истца, по результатам которого ломбард возместил истцу стоимость золотого изделия, судебные расходы, а само поврежденное золотое изделие перешло в собственность ломбарда. Решение суда вступило в силу. Далее, во втором случае тоже отмечаем рост подобных случаев. Это не первый случай.
потребитель изучил рекламу в интернете о приобретении курсов в виде заданий, видеоуроков по работе с торговой площадки eBay. Стоимость курса составила 2 миллиона тенге. После оплаты курсов появились сомнения в их эффективности и полезности, а также соответствии законодательству. Истец, человек посчитал, что деятельность ответчика похожа на обман с признаками латентного мошенничества. Договор об оказании услуг в нарушение гражданского законодательства с истцом не был заключен. Человек обратился к нам, мы провели досудебную работу, в результате чего удалось вернуть часть денег в досудебном порядке. В последующем мы собрали пакет документов, обратились в суд. В суде истец также отказывался возвращать полученную им предварительную оплату за такие неэффективные курсы, но нам удалось доказать, что по факту то, что было озвучено в рекламе, и то, что предлагалось на самом деле, это две разные вещи, не соответствуют действительности. И суд взыскал с ИП оставшуюся сумму стоимости курса и все судебные расходы. Решение вступило в законную силу. Ну и вот еще один интересный случай. Мы сейчас, интернет кишит такими объявлениями: «Возьму ваше ИП в аренду». И следующим кейсом я хотел бы обратиться даже не столько к потребителю, а столько к тем людям, которые уже так сомнительно зарабатывают легкие деньги, либо которые собираются заключить такое сомнительное сотрудничество. Значит, потребитель после увиденного объявления в интернете заказал дорогостоящий смартфон. В ходе заказа он получил удаленный счет от ИП, который он оплатил. Там порядка $500 000 была сумма. Но свой товар он так и не дождался. Нами была также проведена досудебная работа. Собран пакет документов и направлен в суд. Ответчик ИП иск не признала, пояснила, что сама стала жертвой мошенничества, обратилась в полицию, что доступ к ее счетам, к ее ЭЦП получили третьи лица. Опять же, как нам стало известно, на основе вот этих вот «возьму ваше ИП в аренду». В результате чего суд взыскал именно с индивидуального предпринимателя сумму полученной предварительной оплаты порядка $500 000, а также все понесенные судебные расходы. Решение суда вступило в силу, и, еще раз повторюсь, это наглядный пример вот этого вот сомнительного сотрудничества. Предостерегаем наших граждан от подобных действий. У меня все. Если есть вопросы, с радостью отвечу. Спасибо, Олег Владимирович. Пожалуйста, коллеги, вопрос ваш. Скажите, пожалуйста, вот по золоту, начнем с золота. Сразу было видно, что когда он капнул свой раствор, чтобы проверить, золото это или нет, он его сразу повредил, да? И тут же началась вот эта разборка. Одномоментно, да? История длилась... Или они его взяли, потом вот это затянулось? Нет, перед тем, как оформить микрозайм в ломбарде, предоставляется залог. Это золотое изделие потребителем вообще никак не использовалось. Вот. Новое, да, там сохранены пломбы, ярлыки, чеки. Приобретено оно тоже не в сомнительном месте, а в довольно-таки солидном заведении, которое дорожит своей репутацией. Значит, при обращении в ломбард эксперт-оценщик, то есть применила химический реактив и повредила это изделие. А как повредила? Расплавишь? Там, знаете, изменила, у меня фото сейчас нет, изменила цвет в этом месте, в одном месте, вот куда был применен реактив, изменила цвет и получила там повреждение, как типа что-то не коррозия, а, Почему нет, там, как это слово-то подобрать, с наступающим. Вот, там немножко изменила форму в том месте, вот скажем так. Да, а сразу же работник ломбарда сказал, что вы принесли незаявленное золотое изделие. Это не золотое изделие, поэтому мы его принять не сможем, заберите. Вот. Но, тем не менее, как вот я говорил, изделие на самом деле оно было золотое. Пришлось, там много было моментов, я рассказал самые... В результате вернули стоимость и все издержки, а сама поврежденная цепочка была передана ломбарду. Потому что он как бы уже выплатил. Получается, да, и это поврежденное изделие, оно потребителю уже. А вы сказали пробирная палата, я правильно сказала? Значит, обратились в филиал города Астаны, пробирная палата, Пробирная? пробирная. А слово пробирка
Да, пробирная палата, АО «Национальный центр экспертизы и сертификации». Еще вот сказали 2-миллионные курсы. Чему там обещали? Там, знаете, в телеграм-канале, то есть предоставляется доступ в телеграм-канал, закрытый только для избранных якобы, вот, где будут видеоуроки, курсы и задания для тех, кто планирует осуществлять предпринимательскую деятельность на всемирно известной торговой площадке eBay. Вот. Обещают хорошие заработки, эксклюзивную информацию, которая недоступна широкому такому А в пользователю. итоге чему учили? В итоге там общая информация и с элементами, вот знаете, ну и там не дословно, но примерно верь в себя и все получится. Успешный успех, никакого эксклюзива и по сути информация вся находится в открытом доступе, как зарегистрироваться, как продавать, как именно технические возможности, как пользоваться этой площадкой, которую можно прочитать в соглашении. То есть ничего такого там нет. Вот. И за это платить 2 миллиона тенге. Куда можно обратиться к вашим телефонам, чтобы потребители знали? Ну, помимо Департамента торговли и защиты прав потребителей, который также... Мы находимся по улице Академика Сатпаева, 71, офис 209, в рабочее время, пожалуйста, обращайтесь. Телефон какой-то? Телефон, да, я продиктую сейчас. Продиктуй, чтобы люди знали, где себя запишут. Телефон нашего департамента, горячей линии 55 10 70. Находимся мы по адресу Генерал Дюсенова 9. Можете туда приходить, 304 305 3 семерки, 209 08 01. Спасибо. Еще с водоводу. Что это за изделие было и сколько грамм было? Это была цепь золотая. Вес я сейчас не вспомню. Цифры не Сколько получается вас? Сколько вернули человеку? стоимость, его стоимость, за которую там порядка тоже 500 000 было, 400 с чем-то тысяч. И про курсы вообще часто, или это единичный случай с недобросовестными курсами, или как часто это происходит? Это часто происходит. Я здесь хотел бы сделать акцент на то, что я не говорю о том, что если вы увидели объявление, что какой-то курс там по обучению чего-то, то это точно мошенничество. Нет. Действительно, сейчас предлагаются многие курсы там в различных сферах, там, начиная от юриспруденции, заканчивая там приготовлением пищи и так далее. Курсы разные, но опять же там не всегда добросовестные поставщики услуг. И здесь я также призываю быть осторожными перед приобретением курса, изучить информацию не из тех источников, которые вам, не только из тех источников, которые вам предлагает услугодатель, но и также из альтернативных источников самостоятельно. И потом только уже принимать решение, покупать этот курс или нет. Сколько людей обратилось? Только один, получается, по этому курсу? Нет, по этим курсам в электронной торговле было 2 человека, 2. Да. И одному помогли, получается? Одному вы помогли? Всем помогли. Этот случай, он более такой интересный. Также в прошлом году у нас был случай, ранее я это озвучивал, тоже с подобными курсами. А по золоту это нынешнего года, да, случай? А можно еще вот уточнить, вот это аренда ИП, да? Получается, женщина какая-то сдает свою ИП в аренду и при этом предлагает приобрести какой-то смартфон или что? Чуть-чуть разъясните. Давайте я вам разъясню. Ну вот давайте пример. Я недобросовестный человек. На примере сейчас, да, вы добросовестный человек. Вы увидели мою рекламу. Я возьму ваше ИП в аренду. Пожалуйста, оформите на себя ИП. Откройте в банке счет на ИП. Дальше дайте мне вашу ЭЦП и доступ к счету, к интернет-банкингу. Я буду от вашего имени работать на торговых площадках, либо еще где-то. Зачем? Почему я не могу оформить на себя? Ну, допустим, это мотивирует тем, что мы подходим, я со своим ИП подхожу уже к порогу по НДС. Да? Если я еще расширю свои обороты, я встану на учет, я буду обязан встать на учет по НДС, а это дополнительные траты. Раз. Второе, допустим, ну, у меня там какие-то дела, долги, я не могу на себя ИП открыть. Под различными предлогами, но я вам говорю, обещаю в день там вот какие-то деньги, либо в месяц, ну, какие-то деньги вы получаете вообще ничего не делая. Вам всего лишь нужно дать мне ЭЦП и доступ к вашему счету. Все. Вот. Что делаю недобросовестная сторона? Они
берут заказы, оформляют с доверчивых граждан, также распространяют информацию, да, получают предварительную оплату, снимают ее со счета, присваивают, а вот дальше отвечать перед потребителями уже вам. И возмещать им ту стоимость плюс расходы судебные в том числе уже вам. А мошенник просто исчезает, да? А я до свидания. Спасибо. Да, пожалуйста. Можно еще уточнить, не знаю, кому вопрос адресован, по поводу мошенничества в Инстаграме. Очень часто мы видим публикации, вот какой-то магазин одежды, например, который находится где-то у нас в Казахстане, и люди делают заказы, порой на крупные суммы, магазин просто блокируется, ну, то есть он исчезает с пространства Инстаграма. Либо мебельные компании, которые также собирают заказы. Ну, то есть как в этом случае происходит ваша работа, потому что здесь же, ну, по сути, не с кого спросить. Нужно сначала выяснить, кто стоит за этой инстаграмной страничкой. И ну, вы работаете с полицией совместно, это уже какой вид мошенничества и что делать потребителям в этой ситуации? Давайте, наверное, я прокомментирую. Ну, в нашем департаменте тоже аналогичные ситуации периодически происходят. Жители к нам обращаются, я вам даже больше скажу. Не только социальные сети, но некоторые мошенники умудряются и на различные интернет-платформы, площадки, такие как маркетплейсы, заходить. Вот был случай, когда житель региона заказал 2 айфона. На пункте выдачи он обратил внимание, что очень легкий коробка, она запечатанная, и сразу же понял, что там, скорее всего, нету 2 телефонов. Там 2 дорогостоящих айфона, общая сумма порядка там 1,7 миллиона тенге составляли. После чего обратился в Marketplace, Marketplace дальше начал смотреть, процедура немножко длительно шла, но чтобы время не терять, потребитель обратился сразу в наш департамент. Что хорошо у нас налажена работа со всеми маркетплейсами крупными, то есть такие как Каспий, Озон, Wildberries и так далее. Созданы специальные чаты, где все обращения граждан, которые поступают, мы туда перенаправляем, и они уже процентов 90 случаев решают в пользу потребителей. Вот. Насчет мошенников, которые находятся в социальных сетях, ну, здесь рекомендация все-таки быть немножко бдительнее, как вот мой коллега Олимбек Тургенович говорил. В целом вообще желательно не заказывать вот так через интернет, через социальные сети. Желательно все-таки узнать, где находится их цех, производство, либо офис, туда прийти, заключить договор, то есть иметь какую-то бумагу соответствующую, и после чего уже производить оплату. Если же такие случаи происходят, когда мошенники какие-то попадаются, то в этом случае статья мошенничества – это компетенция департамента полиции. Наш департамент также тесно взаимодействует с департаментом полиции, и соответствующее обращение граждан тоже рассматривают и стараемся помочь. Были случаи, вот как Олимбек Тургенович правильно подметил, когда ИП брали в аренду, вот точно так же, как Олимбек Тургенович объяснил, объясняли они тем, что это порог НДС они превысят, после чего также реализовывали там через те же маркетплейсы сотовые телефоны, дорогостоящие товары, и в конечном итоге вся ответственность, конечно, она ложилась на того человека, кто предоставил свой ИП юридически, судом. Потому что были у нас факты, где мы в судебном порядке разбирались, и суды уже взыскивали с тех людей, с чьего ИП осуществилась продажа. А зачастую, к сожалению, у этих людей самих денежных средств не хватает, и потом этот вопрос растягивается. История с 2 айфонами как закончилась? Положительно. Вот мы напрямую сразу связались с руководством маркетплейса, и там в течение буквально недели денежные средства были возвращены. Сіздердің соңғы кездерде ресейлік магазиндар күндер көбейіп кетті ғой, мысалы Спрайт бар, Светофор бар, тағы да басқа Добросен деген жаңағы көп ресейлік магазиндар.
Онда тауарларда тек қана жаңағы нұсқаулықтары бір тілде ғана жазылады. Мгм. Өйткені олар тікелей Ресейден әкеліп тұр, ол жерде қазақша түсініктемесі жоқ, немесе өндірушінің туралы ақпараттар қазақша жоқ. Бұл енді бізде болғанда заң бұзушылық емес пе? Осыларды қадағалайсыздар ма? Сондай жаңағы бұзушылықтар анықталды ма? Да, рұқсат болса Рушан сізге толығырақ айта берейін. Как раз таки по этому направлению, вот как я ранее говорил, министерством запущен проект под названием «Сапалоуным». Здесь идет тесное взаимодействие всех государственных органов, таких как Департамент санэпидконтроля, Департамент комитета технического регулирования. Объясню, почему именно эти департаменты. То, что вы говорите, абсолютно правильно. Информация о товаре должна быть на 2 языках. И вот, как я ранее озвучил, уже порядка более 50 нарушений таких мы выявили совместно с общественными объединениями, совместно с государственными органами. Далее мы направляли эти материалы в департамент санэпидконтроля, и они уже выходили с проверкой, так как это находится в их компетенции, и привлекали субъектов предпринимательства. А департамент технического регулирования в данном случае, если есть все основания, то отзывал сертификат на эту продукцию, пусть до устранения нарушений. То есть, когда уже приведут в порядок, когда будет на 2 языках, все как положено, тогда уже продукция повторно выпускалась на рынок. И вот как раз таки, как вы назвали, в этих магазинах в большинстве случаев происходили нарушения. Павлодарда было, я. Можно вот я еще уточню про сертификат? Мгм. Вы сказали, да, что были защищены права Да. некого человека. Мгм. Что там поподробнее расскажите? Человеку подарили сертификат какой-то из торговых точек, да? Был сертификат на оказание услуги. Там. Можете сказать, какой? Нет, я название не буду Хорошо. говорить, да. Но мы же не будем называть, куда ему дали сертификат. Сертификат на услуги массаж, Да, да, у нас то есть массаж лечебный массаж, да. Мгм. И сертификат на услуги, получается, тренерские услуги, в общем, можем так их назвать, да. В обоих случаях предприниматель отказывался возвращать денежные средства за сертификат, потому что я предполагаю, что законодательные изменения вступили только в текущем году, летом, и не все предприниматели знают об этом, что есть срок действия сертификата. После чего мы помогали потребителю составлять досудебную претензию. В этой досудебной претензии потребитель отмечал все законодательные нормы касательно вот этих сертификатов, после чего предприниматель, ознакомившись с этой досудебной претензией, уже шел навстречу потребителя, возвращал денежные средства. Предприниматель думал, в течение какого времени можно использовать сертификат? Месяц? Предприниматель думал, что вот если он напишет на сертификате, что он действует 2 месяца, что он будет действовать 2 месяца. Но есть сейчас законодательное требование, которое говорит, что срок действия сертификата 3 года. С какого времени эти 3 года? С момента приобретения? Нет. Законодательство приняло такую норму. С какого времени вот эти 3 года можно? Летом текущего года. Да. Мгм. Не важно, что там напишет предприниматель, да, там 1 Да, месяц. есть 3 Все года. равно. Ну, за исключением, вот я как ранее говорил, если предприниматель на бесплатной основе раздает сертификат, то там он вправе определить самостоятельно, будет он полмесяца действовать, месяц и так далее. А можно попросить деньги сказать? Мне не нужны ваши услуги, верните Да. сумму. Он обязан вернуть предпринимателю или нет? Согласно законодательству, да. Может, да? Если Да. мне подарили сертификат на 100 Да. тысяч, я пойду скажу. мне На верните. указанные им реквизиты, да. Правда? Да. Спасибо. Ну, по-моему, я так понял, здесь так и было, да? То есть люди Да, попросили да, деньги. да. Они попросили Они деньги вот вернут. эти. Деньги вернут. Не в течение 3 лет, а прямо сейчас, здесь и сейчас можно деньги получить. Да. Обращайтесь к нам. Хорошая информация. Подписывайтесь. Есть сертификат. Да, есть. Спасибо, коллеги, еще вопросы остались?